продолжена работа по борьбе с налоговыми преступлениями. Окончено было 67 уголовных дел. По таким составам в 2015 году таких дел было 52. 30 из них направлены в суд для рассмотрения по существу. Иные уголовные дела прекращались либо за полным возмещением ущерба, причиненного государству, либо за истечением срока давности, так как эти преступления относятся к категории небольшой либо средней тяжести. Также мы это в принципе все освещали. В этом году также запланирована эта работа в тесном взаимодействии с налоговыми органами прокуратуры, для того, чтобы все руководители, которые не выполняют обязанность по уплате налогов, не уходили от ответственности. А самое главное, ущерб, который они причиняют государству, был возмещен. Необходимо отметить, что в прошлом году продолжилась тенденция по нарабатыванию практики, которую мы начали практически с 2014-2013 года по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности. В прошлом году было возбуждено и окончено 7 уголовных дел данной категории, причем в СМИ уже освещались некоторые преступления, это как по Воркуте и в Сыктывкаре у нас прошли с квалифицирующим признаком организованная группа. И, в принципе, виновные лица впервые получили не условные сроки, не какие-то штрафные санкции, а именно лишение свободы. Это очень хорошая профилактическая составляющая для того, чтобы такие преступления на территории Республики Коми не совершались. В части невыплаты заработной платы также эта работа была продолжена. В суд было направлено 28 уголовных дел. В подавляющем числе случаев право граждан на получение вознаграждения за труд было восстановлено, а долги по заработной плате погашены работодателями на сумму более 81 миллиона рублей. Необходимо отметить, что эта работа проводится в тесном взаимодействии с, во-первых, с органами прокуратуры, которые осуществляют надзорные полномочия в данной сфере, а также с контролирующими органами, в частности с Рострудинспекцией. Одновременно необходимо отметить, что в последнее время и граждане стали более активны в этом направлении. Если раньше, как правило, это были случаи, когда выявлялись в ходе надзорных либо контрольных полномочий, то сейчас граждане активно отстаивают свои права и обращаются с заявлениями для того, чтобы восстановить нарушенные их права. Эта работа будет также продолжена, и вот на всех прошедших коллегиях соответствующие меры по укреплению взаимодействия также были предприняты. Если говорить в общем по работе Следственного управления, то необходимо отметить, что с учетом того, что большое количество наших следователей участвуют в различных группах, следственных группах Главного следственного управления Следственного комитета России, а также управления по расследованию особо важных дел, а также активно участвуют в расследовании уголовного дела по факту взрыва на шахте «Северная».